Эфир телекомпании «Якутия-24» продолжает снимать детские новости. В студии Наталья Колосова. И Алексей Синкинеев. Здравствуйте. Наташа, а что ты делаешь? Рисую, видишь? Но ведь эфир начался. Да, я в курсе. Просто я очень сильно люблю рисовать. Да и тем более сегодня день художника России. Мои произведения будут украшать самые известные музеи страны. Я даже не сомневаюсь в тебе. Главное, что искусство объединяет всех людей, приносит в нашу жизнь радость, поэтическое удовольствие и восхищение. Но я больше склонен к современному искусству. Например, графический дизайн. На днях 2D-художники тоже отметили свой профессиональный праздник. У нас в городе есть Центр цифрового образования детей IT-Куб. И там ребята создают образы для видеоигр, мультфильмов и других проектов. Наша коллега Диана Подковырова расскажет подробности. Дизайнеры двухмерной компьютерной графики отмечают свой праздник. Эти специалисты нужны в компаниях, которые разрабатывают компьютерные игры и мультфильмы. Дизайнеры сами чаще всего придумывают героев, их образы, позы, а дальше рисуют их. Действительно, заниматься графическим дизайном сложно. Чтобы им заниматься, нужно обладать несколькими навыками. А именно, чтобы заниматься графическим дизайном, нужно научиться работать в фотошопе и знать несколько инструментов. Ручка, ластик и заливка. Взять эту специальную ручку, которая называется стилус, и начать рисовать фигурки на планшете. Я делаю эскизы, а самое сложное дается – это перенести на компьютер и нарисовать там. Детский IT-Куб в Якутии – это настоящая кузница кадров для цифровой сферы всей республики. Более 2000 школьников в возрасте от 7 до 18 лет ежегодно получают здесь высококачественное дополнительное образование, осваивая передовые технологии, в том числе и графический дизайн, который требует немало навыков. Здесь ребята разрабатывают и собственные проекты в сфере дизайна. Я 2 года занимаюсь, и я делаю иллюстрации к сказке «Старушка Берберикен с 5 коровами». Команда педагогов здесь проводит интересные уроки и повышают цифровую грамотность детей, что позволяет ребятам постепенно сориентироваться, в какой профессии им стоит трудиться в будущем. Помогаем именно найти, например, у ребенка есть настольная карточка на тему космос на 3 языках. То есть мы находим именно переводы языков, например, да, на якутском, английском. То есть работаем со словарями, помогаем, как все составить, и ребенок уже самостоятельно все делает. Свои, например, 3-модельные модельки для своих словарей. Выпускники IT-Куба по окончанию обучения получат свидетельство о завершении курса, а также бесценный опыт, который позволит им успешно конкурировать на рынке труда и внести свой вклад в развитие цифровой сферы Якутии. Диана Подковырова, Семен Семенов, Якутск. Алеша, а ты что делаешь? Учусь вести свой бюджет. Это я потрачу на подарок маме, вот это на подарок папе, а это сестренке. Очень интересный сюжет на эту тему подготовил Альберт Миронов. Предлагаю посмотреть. Планирование, разработка, реализация бюджета. Да и в целом, что такое бюджет? Сегодняшние современные школьники знают не понаслышке. А благодаря проекту «Школьное инициативное бюджетирование» у ребят есть возможность разработать, представить свой проект, защитить его и воплотить план в реальности. А проекты у всех самые разные. Кто-то хочет организовать в своей школе студию звукозаписи, кто-то студию виртуальной реальности, а кто-то представляет проект благоустройства школьного двора. В фестивале принимают участие 10 городских и 5 областных школ. Среди них и Покровская средняя школа номер 3, которая представила свой проект Центра школьных инициатив. А именно ученики Покровской школы презентовали Центр детских инициатив, который назвали «Страна единства». Какие у вас направления? У нас все 12 направлений, но чаще всего мы ориентируемся на туризме, музыка, пение, танцы и так далее. Мероприятия проводим для нашей школы. Еще что, экологией часто занимаемся, берег очистили недавно. Еще что, еще озеленением, и благотворительностью тоже занимаемся. На фестивале были представлены множество интересных проектов от школ Якутска, Жатая, Нерюнгри, Мирного, Покровска и села Орлах Чурапчинского района.
Вот, к примеру, Хатасская школа разработала проект «Национальная одежда». У нас 4 проекта, и один проект у нас очень много детей занимается в детском творчестве, и мы один проект шили национальные костюмы. Якутская традиционная одежда для гардеробной нашей школы. Мы реализуем этот проект для того, чтобы выступать на всяких разных мероприятиях, ну и выступать на конкурсах. Кстати, именно этот проект стал победителем в номинации «За развитие творческого потенциала». А Покровская средняя школа номер 3 забрала победу в номинации «Лучший инфраструктурный проект». Теперь, благодаря инициативным ученикам и их идеям, школы получат деньги на реализацию проектов победителей. Альберт Миронов, Григорий Хлопков, Якутск. Видишь, Наташа, как важно уметь планировать бюджет. Да-да, вы, мальчики, учитесь обращаться с деньгами, а мы, девочки, хранительницы домашнего очага, будем готовить вкусности на праздник. Кстати, предлагаю, что предпочитают жители на новогодний стол, жители нашего города. Вот и приближается Новый год, время праздников, хороводов, подарков. Дети очень ждут этого праздника и хотят, чтобы этот Новый год наступил скорее. Ну а какое блюдо у наших жителей города Якутска не обходится на новогоднем столе? Сейчас мы это и узнаем. Какое блюдо чаще всего находится на вашем столе? Здравствуйте, на нашем новогоднем столе это салаты горячие, холодные, чир, утка, оливье, фрукты, тортик, все. Что ты из этого больше любишь, вот так поесть прямо? Новогодние конфеты, мандарин и торт. Спасибо. Что чаще находится на новогоднем столе? У нас на Новый год обязательно готовим мясной салат и пирожки. Для скольки людей вы готовите все вот эти блюда? Ну вот обычно, наверное, Новый год это же семейный праздник, как бы для семьи. Вот у меня 3 детей, муж, я, для 5 всегда готовлю. Ну, да, приходят гости. И когда у вас когда-то приходили там родственники, тоже угощали вас, было такое? Конечно, они приносили тоже всякие салаты, вкусности, свои, каждый свой, какое что приготовит, все приносят. А какое главное блюдо на вашем новогоднем столе? На нашем главное блюдо это, наверное, утка или гусь. Это вот самое главное блюдо. Запеченное, с яблоками. Это самое такое блюдо. Вкусное. Еще там курица нет, не было? Не, ну, конечно, было. Это уже на 1, например, января, там, на 2. Вот. Такое, конечно, готовим тоже. Спасибо. Оливье, в первую очередь, салат. Ага. Тефтели домашние, все по-домашнему будет. Мы обычно перед Новым годом коробку, вот стаканчик мороженого же есть, такое покупаем. И до 12 лопаем. Прям есть захотелось. Тем более, что следующий сюжет, который подготовила Таня Афанасьева, вызовет аппетит даже у самого сытого человека. Да, в Якутии выбрали самого лучшего школьника-повара. Ребята изо всей республики приняли участие в кулинарном конкурсе, посвященный 80-летию мастера-повара Иннокентию Тарбахова. Давайте посмотрим. Участники конкурса не профессиональные повара и не студенты специальных училищ. Свое мастерство ребята оттачивали буквально в домашних условиях. Тем не менее, в своих навыках юные кулинары не сомневаются. Где-то 2-3 место займу, потому что все-таки у меня опыт есть. Я много где участвую в этих вот профессионалы, WorldSkills. Я уже 4-й год участвую. Вот, в республиканском в прошлом году занял 3 место. Но я готовлю прям с детства, мне кажется, с лет 9, вот так вот. Дома сам себе постоянно все готовил. Ну, я люблю сладкое, да. Вот. Люблю вот кондитерские штучки готовить, там, шоколадки, пирожные, там, кексики. Члены жюри оценивают блюда по таким критериям, как состав, внешний вид, вкусовые качества и технология приготовления. В меню входят астах саламат, десерт из местных молочных продуктов и горячие блюда. Меню же разрабатывалось по мотивам изысканных блюд Иннокентия Тарбахова. Известно, что всеобщее признание мастер завоевал за развитие якутской национальной кухни.
Вообще надо сказать, что этот конкурс именно тарбаховский. И Иннокентия Иннокентьевича Тарбахова. Называется он так и «Тарбахов ты астыха», то есть «Готовим как Тарбахов». Вот. И именно поэтому в этом конкурсе главную составляющую вот всех трех туров это имеют его блюда авторской разработки, в том числе Астах Саламат. Но, конечно, участники могут варьировать, они могут вносить какой-то другой региональный компонент, который мы им даем на выбор. По итогам конкурса абсолютным победителем стал ученик 11 класса Максим Попов из Жахсагонской школы Татинского улуса. Второе место завоевал Клавдий Егоров из Кентикской школы Верхневилюйского улуса. На третьем месте Надия Ван Пойлин из Намской средней школы, также Верхневилюйского улуса. Лучшие юные повара получили возможность побывать на кухне ресторанно-гостиничного комплекса «Тыгын-Дархан» и даже пройти там стажировку. Татьяна Афанасьева, Георгий Григорьев, Якутск. Да, хорошо готовить – это здорово. Всегда можно порадовать себя и свою семью разнообразными блюдами и самому вкусненько поесть. Да, поесть это хорошо, но еще важно заниматься в жизни спортом, например, конным. Алеша, ты любишь лошадей? Конечно, очень, ведь лошадь удивительное создание. Они были преданным и надежным другом человека еще с древнейших времен. Уже тогда люди отмечали положительное влияние лошадей на здоровье человека не только с физической стороны, но и с психологической. Да, так и есть. Но подробнее об этом расскажет наша коллега Анжелина Матлашук. Верховая езда – это больше, чем спорт. Лошади имеют особенную энергетику. Они невероятно умные и чуткие животные, а общение с ними помогает обрести гармонию и чувство уверенности в себе. Если заниматься конным спортом, то у тебя улучшится здоровье, повысится настроение. Ведь когда мы занимаемся конным спортом, надо быть предельно внимательным. Когда мы занимаемся конным спортом, почти все мышцы человека работают. Ну а заниматься конным спортом можно абсолютно с любого возраста. Можно начинать с 3 лет. У нас уже маленькие дети есть, которые по 4-5 годиков, они уже прыгают. В этом году у нас маленькие дети также выступали. Первый раз у нас были скачки на пони, проводились на ипподроме. Тоже маленькие. У нас, кстати, девочка заняла 1 место на лепшем. Ну все, дорисую сейчас, наверное, свою новую картину и, наверное, займусь конным спортом. А я пожелаю тебе в этом удачи. Эти темы показались нам самыми заметными и интересными. Желаем телезрителям отличного выходного. До встречи в эфире.